Печкин, автор и создатель проекта «ГУЛАГу нет», с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте. Приветствую вас, Вадим, приветствую всех наших уважаемых зрителей и подписчиков. Убийство генерала Ярослава Москалика. Это все-таки высокопоставленная фигура из Генштаба. Он участвовал, кстати, в переговорах, минских переговорах и вот в так называемом мирном процессе в 2015 году. Расскажите, что известно об этой фигуре и насколько значительным потеря для российской армии вот его ликвидация является. Генерал-майору Москалику было 59 лет. Сегодня он, мягко говоря, неудачно вышел из подъезда и подошел к своей машине, после чего сработало взрывное устройство, и он был, кто-то скажет, убит, кто-то скажет, ликвидирован, как легальная военная цель в ходе этой войны. Генерал-майор был заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Один из ключевых главных оперативников всей наступательной, вот этой, как они говорят, спецоперации или войны против Украины. Человек, который, очевидно, по версии правоохранительных органов Украины, ну и во многом я с их выводами согласен, причастен к совершению, в том числе, военных преступлений на оккупированных территориях и в Украине, который, конечно же, был одним из координаторов атак, в том числе того, что мы с вами обсуждали и позавчера, и неделю назад, и 2 недели назад. Человек, у которого были руки по локоть в крови. И при этом был одним из ведущих ключевых кандидатов на пост главы Национального центра управления обороной. Он должен был быть назначен, мог быть назначен в самые ближайшие месяцы одним из ведущих руководителей в целом по линии Минобороны. Вот это происходит. Кто-то может сегодня сказать, что это такая блестящая, филигранная, хирургически выполненная скальпелем спецоперация украинских спецслужб в Подмосковье, в Балашихе. Кто-то может предположить, что Москалика убрали с забега, потому что на пост главы НЦО, вот этого Национального центра управления обороной, конечно же, метят и другие генералы. И человек, который будет руководить Национальным центром управления обороной, будет руководить практически, это ключевая позиция, ключевой главный пост по руководству российской армии. Плюс ко всему, давайте не сбрасывать со счетов и контекст, в рамках которого это происходит, потому что на самом деле все больше и больше вот происходящее, события ускоряются, скорость бешеная, все как в, не знаю, популярном сериале Netflix, где каждый день нам показывают новую серию. Вот в один момент посмотрите на это Big Picture. Самолет летит из США в Москву с Стивеном Уиткофом. Стивен Уиткоф выходит из самолета, направляется в Кремль. И в это самое время в Балашихе звучит этот взрыв. То есть версия номер 1 – это украинские спецслужбы, она самая очевидная для всех. Версия номер 2 – это конкурентная борьба внутри Министерства обороны. И версия номер 3 – это та самая семья версии 2.0, которая сегодня оказывает определенное давление на развитие событий, и которая, конечно же, которым поперек горла те самые генералы, которые ратуют за продолжение войны, которые опасаются перезагрузки взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки и прекращения военных боевых действий. Это те силы, которые привыкли последние 3 с лишним уже года зарабатывать на этой подлой войне. Поэтому, что на самом деле произошло, здесь можно только догадываться. Единственное, что я точно знаю, что сегодня в 9-м управлении ФСБ России, 9-е управление это УСБ, ФСБ, Управление собственной безопасности, началась проверка и в отношении ДВКР ФСБ, которые допустили вот проведение подобной спецоперации, если мы допускаем, что это украинские службы сделали, потому что это провал военной контрразведки, и в отношении ФСБ по Москве, Московской области. Мы с вами тоже в эфирах за последний год говорили о том, что под генерала Дорофеева копают, роют, и нужен хороший повод для того, чтобы снять начальника ФСБ по Москве и Московской области с тем, чтобы передать этот ключевой, денежный, самый влиятельный пост
ФСБ России другому генералу. Поэтому, да, 2-я и 6-я служба 9-го управления сейчас начали проверки и будут проверять и трясти и подмосковных чекистов московских, и военную контрразведку. Вполне возможно, что мы увидим в ближайшие месяцы ряд отставок, а может быть даже и задержаний на уровне ФСБ России. Поэтому все это, да, как сериал можно наблюдать. Да, и, наверное, последнее, то, что нам источник сообщил, настроения в Генштабе, конечно же, минорные, потому что они прекрасно понимают, что в их рядах есть предатели, которые разглашают тайны. Потому что генерал Москалик — это была одна из самых засекреченных фигур. Это, еще раз подчеркну, замначальник главного оперативного управления Генштаба, чьи данные, безусловно, составляли государственную тайну, персональные данные не должны были быть переданы третьим лицам. Очевидно, что эти данные уплыли, и в результате генерал-майор ликвидирован или убит. Это, конечно же, говорит о том, что для тех, кто способен на подобное в России, на ликвидации, на убийства, на взрывы, диверсии, теракты, как угодно это можно называть, заказное убийство, очевидно, что у этих людей есть данные высшего руководящего состава Генштаба. Это значит, что их данные, их адреса, места проживания кем-то переданы, кем-то слиты. Уж не знаю, за деньги, или внутри в Генштабе шпион, или происходит какой-то пиратский способ добычи информации, снятия информации с технических каналов связи. Но суть остается очевидной. Никто в Москве из генералитета не застрахован от подобной спецоперации, ликвидации, убийства. В зависимости от территориальности, откуда люди это смотрят и комментируют, они это будут называть разными словами. Суть одна. Следующим может быть любой полковник или генерал российской армии. На войне в Украине погиб 21-летний сын замдиректора ЦРУ. Он служил в Рязанском полку ВДВ, Майкл Глосс. Он попал в российскую армию в 2023 году. Мы частично эту тему затронули с Дмитрием Потапенко. И здесь возникает сразу несколько вопросов. Первый вопрос. Если в распоряжении Российской Федерации оказался такой ценный ресурс, поскольку все-таки это возможность воздействия на его отца, да, это ЦРУ, это замдиректор ЦРУ, руководящий, один из главных людей в Центральном разведывательном направлении. Что это за история и почему этот молодой человек оказался на передовой? То есть почему они, грубо говоря, его не оберегали как такой ценнейший ресурс? Как вы считаете? Один из родителей, мама Майкла, Джулиан Глосс, заместитель директора Центрального разведывательного управления, курировала IT и цифровые технологии. И при этом ее сын проходил службу в вооруженных силах Российской Федерации, не где-нибудь, а в десантном подразделении. В целом, если мы сейчас можем, конечно же, только предполагать, потому что журналисты, которые опубликовали эту историю сегодня, она очень интересная, конечно же, не обладают всей полнотой информации. Скорее всего, в отношении Майкла, молодого парня, шла информационная психологическая спецоперация. Его обрабатывали. Речь идет, конечно же, не о том, чтобы его могли каким-то образом подкупить за денежные средства. Все-таки он из, мягко говоря, не бедной семьи, и деньги – это последний фактор, который мог бы сработать. Но были и другие интересы. Он прошел путь от хиппи и экоактивиста к человеку, который оказался в России, и потом подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Судя по тем данным, которые опубликованы журналистами, в круг его интересов входили различные экологические проекты. Он надеялся, что гражданство Российской Федерации и те возможности, которые ему даст российский паспорт, позволят ему реализовать какие-то его экологические проекты. А дальше путем хитрых манипуляций его подвели к заключению контракта с Минобороны. В общем, история печальная, чем она закончилась, понятно. О чем это говорит? О том, что в ходе гибридной войны не только родители, те мужчины и женщины, которых находятся на высоких постах, в том числе в разведслужбах, становятся объектами оперативной разработки российских спецслужб, но их дети попадают в поле зрения. А дальше уже это вопрос того, что человек будет видеть на экране своего компьютера. Если кто-то думает, что то, что он видит, никем не контролируется и не организуется,
Это, конечно, большая ошибка. В целом, социальные сети устроены так, что вот мы с вами поговорим приватно, где-то в комнате, где находятся гаджеты о рыбалке, на следующий день или через несколько часов нам активно гаджеты начнут предлагать в социальных сетях рекламу рыболовных снастей и так далее. Я думаю, что многие это замечали. Но так если этими метаданными и тем, что мы озвучиваем, пользуются, в том числе в коммерческих интересах, очевидно, что и спецслужбы, в том числе российские, давно освоили это. И определенным людям, в случае необходимой задачи, могут определенную информацию давать, показывать на экран. Если мы говорим о 21-летнем, или тем более тогда, на тот момент ему было там 18-19 лет, очевидно, что молодой, несмышленый парень, до конца не понимающий, в чьи сети он может попасть, он попал, его вели достаточно долго. Не подсекали, а именно вот как большую рыбу, как леща, вели долго-долго и завели вот в эту ситуацию. А дальше очевидно, что был некий диалог, некая попытка выхода на Джулиан Глосс. Очевидно, что если бы это закончилось все успешно, он бы жил спокойно и дальше. В данном случае приняли решение, наверное, его ликвидации, подставили его под это убийство с тем, что вот кто-то не помог российским спецслужбам, дальше парень молодой погиб. Это говорит о следующих вещах. Во-первых, очевидно, конфликт интересов. То есть родной сын проходит службу в вооруженных силах и принимает участие в войне против Украины. Его мама занимает один из руководящих постов в ЦРУ. Уже нонсенс, и я не понимаю, как она до этого момента находилась на этом высоком посту, потому что очевидно, что любая мама, в первую очередь мама, а потом она уже офицер ЦРУ или там замдиректор по IT. Во-вторых, очевидно, что в ходе гибридной войны дети западной элиты могут становиться объектом оперативной разработки российских спецслужб, СВР и ФСБ. В-третьих, большой вопрос, а сколько еще таких Майклов Глоссов сейчас находится под контролем Путина, и сколько ниточек еще в руках на Лубянке и у Нарышкина, с помощью которых они могут кем-то манипулировать. Ну и в целом, конечно же, да, Дмитрий Потапенко озвучил правильную мысль, что да, то, что российские спецслужбы заполучили подобного человека к себе в оборот, это, конечно же, их успех, и это провал американских служб, и то, что они не смогли его до этого вызволить и каким-то образом вернуть обратно в Соединенные Штаты. А вот то, что они молодого парня угробили, даже если за кадром был шантаж, и они это сделали специально с точки зрения запугивания других возможных родителей других детей, это, конечно, топорная работа. И я думаю, что это отдельный такой предмет для разговора за кадром между Дональдом Трампом и Путиным. Здесь как раз Дональд Трамп высказался, он признал, что его слова о завершении конфликта в Украине за один день были фигурой речи. Я сказал это образно, я сказал это как преувеличение, очевидно, люди знают, что это было сказано в шутку, но также было сказано, что это будет закончено, сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста Time. Он также заявил о том, что Путин предпочел бы сделать все по-другому, он предпочел бы пойти и забрать все в Украине. Я думаю, что я единственный, кто может с ним договориться, сказал Дональд Трамп. Ну вот этот процесс, да, Витков 4-й раз встречается с Владимиром Путиным. На это мы тоже обратили внимание. И не только мы обратили внимание, то есть Витков это все-таки не Дональд Трамп, а Путин уже 4-й раз с ним встречается. Мы знаем, как редко Путин встречается с людьми, которых считает, ну, давайте назовем так, недостойными своего уровня. А тут 4-я встреча за последние несколько месяцев. О чем договариваются, как думаете? Ну, во-первых, да, если позволите, я бы хотел буквально 2 слова прокомментировать вот о том, как Трамп объяснил это журналисту Time. Ну, это очень удобно. На любое выражение, когда ты обещаешь одно, а получается другое, говорить, что это была фигура речи, это было образно. Остается только догадываться, сколько еще вот этих фигур речи и каких-то сказано Дональдом Трампом. То есть понятно, что все его слова нужно делить теперь надвое и каждый раз понимать, что в следующий раз он точно так же может сказать, что он имел в виду совсем другое, а не то, что все поняли. И почему за него некоторые люди как минимум голосовали, веря, что он такой всемогущий, талантливый политик, который способен остановить кровопролитие и войну.
бойню. Второе по поводу мистера Уиткофа. Ему действительно очень сильно понравилось прилетать в Москву на таком высоком уровне. Нью-Йоркский девелопер, партнер Трампа по гольфу, человек, который по образованию, наверное, не смог бы никогда пройти по дипломатической карьерной лестнице там, до уровня государственного секретаря, тем не менее на него вот сегодня возлагается и обязанности, и привилегии вот подобных визитов самого высокого уровня с самыми ответственными миссиями. Ну, можно сказать, что его, сейчас грубовато скажу, его от этого прет. Очевидно, что ему это нравится. Он от этого кайфует. Его встречают, он попадает в Кремль. Но кто еще из американцев не на уровне государственного секретаря или президента мог бы там быть? А он там. И очевидно, что у него есть какие-то очень серьезные взаимоотношения не только с Путиным, но и с Кириллом Дмитриевым и с другими людьми, с которыми он встречался, в том числе в синагоге в Санкт-Петербурге. Конспирологии разводить не будем в прямом эфире, но могу сказать, что очевидно, что мистер Уиткоф представляет определенную группу влияния и в США, и группу влияния внутри России. Они хотят определенной перезагрузки. Другой вопрос, почему переговорами занимается не сам Дональд Трамп и не государственный секретарь США Марко Рубио, а Стивен Уиткоф. Ровно по той же самой причине, потому что о чем бы мистер Уиткоф не договорился с Трампом, если это будет ему выгодно, он всегда скажет, что это был его спецпредставитель, и это его победа. А вот если что-то пойдет, мягко говоря, не так, как предполагает Трамп, и как на это надеется, он всегда может спихнуть это все и списать на то, что, ну вот, я доверял этому человеку, но, к сожалению, вот что-то там пошло не так, и во всем виноват Уиткоф, а никак не Трамп и не Марко Рубио. Я бы не стал очень серьезно относиться к этим нынешним переговорам, потому что если бы Трамп действительно хотел результата, он бы лично встретился с Путиным или как минимум в Москву бы прилетел Марко Рубио. Очевидно, что у них есть какие-то общие точки соприкосновения. Каждый из этих длящихся переговоров получает какую-то определенную выгоду. Единственное, что надо отметить, что все-таки четвертый прилет Уиткофа случился после вот этого поста Дональда Трампа вчера, когда он черным по белому написал, что «Стоп, Владимир, остановись», комментируя вот ту самую ракетную атаку по Киеву, которая, ну и не только по Киеву, по целому ряду областей в Украине, в результате которой погибли в том числе мирные жители и, по сути, совершены военные преступления. Я все-таки надеюсь, что сейчас каким-то образом и Трампу, и Рубио, и Уиткофу удастся как минимум остановить эскалацию, и после вот этого прилета завтра-послезавтра мы не увидим новых военных преступлений. Потому что если до этого посмотреть хронологию, каждый раз, когда они встречались, и Путин получал какие-то бенефиты и выполнение со стороны американцев каких-то договоренностей, через считанные дни опять начинались ракетные атаки и убивали людей. Но здесь мы видим песочные часы, они все тают и уменьшаются. До 9 мая остается не так много времени. И, наверное, все-таки Путин с Трампом попытаются выйти на какой-то определенный итог позитивных переговоров. Посмотрим, как будут развиваться события и как то же самое, вот эта ликвидация убийства генерала Москалика отразится сегодня на настроении диктатора Путина, который, конечно же, очевидно сейчас этой новостью удручен, угнетен и унижен. Кстати, по поводу 9 мая, вот этот символизм, который очень ценят в Кремле, ведь 80 лет назад произошла встреча на Эльбе, и сегодня Уиткоф в Кремле, они обыгрывают уже, я вижу, что как раз пропаганда на это обращает внимание. 80 лет назад встреча на Эльбе, русские и американцы, советские войска встретились с американскими на реке, и сейчас вот мы опять же здесь. То есть обыгрывается эта тема, которую Путин очень любит. То есть это подготовка к 9 мая в пропагандистском смысле? Я думаю, что сейчас что-то будет за кадром, то, о чем мы узнаем ближе к вечеру. Все-таки эта четвертая встреча должна принести уже какие-то ощутимые результаты.
потому что иначе это все превратится в какой-то такой комедийный уже сериал с их встречами, где спецпосланник президента США прижимает руку к груди, к своему сердцу, показывая сердечную признательность к диктатору и военному преступнику, а тот его водит за нос и продолжает совершать военные преступления. Будем надеяться, что Витков привез в Москву определенные новые красные линии для Путина, и как минимум я надеюсь, что завтра и послезавтра мы не увидим новых ракетных атак по Украине и убийства украинцев. Самое важное сейчас любыми путями остановить вот эту бойню, кровопролитие и военные преступления. Владимир Осечкин, автор и создатель проекта «ГУЛАГу нет», был с нами на прямой связи. Спасибо, Владимир, и до следующего раза. Всего вам доброго и до свидания. Всем доброго дня и мирного неба над головой. До свидания. Мы продолжаем работу в